Чему вы не говорите по-белорусски в своих программах постоянно? Ну, начнем. Мне не очень нравится этот вопрос. Я знаю, кто его задал. Редакторке Юлии мы передаем привет. Мне кажется, это та ловушка, в которую попадают белорусскомовные СМИ, потому что в этом вопросе всегда зашита попытка вызвать человека, отвечающего на этот вопрос, на некое оправдание. Мне кажется, что мне оправдываться не в чем. Мы с Ваней придерживаемся той концепции, что для нас правдивость и трушность важнее театральной позы. Правда в нашем случае заключается в том, что мы всю свою сознательную жизнь разговариваем на русском языке. Мы выходцы из белорусских городов. Городское население, как известно, преимущественно русскоязычное. Городской поселок. Ну, это почти город. Слово «городской» там есть, поэтому, да, можно с натяжкой так сказать. Мы работаем для городской аудитории в Беларуси, и мы хотим быть понятными для этих людей, и поэтому мы разговариваем на русском. Но мы, естественно, приветствуем белорусский язык, мы не считаем его каким-то неправильным, каким-то маленьким, несостоявшимся, непривлекательным, не секси. Это все не так. Более того, я скажу, если вдруг в Беларуси прошел бы референдум о придании белорусскому языку статуса единственного государственного, я думаю, что мы с Ваней точно проголосовали бы в поддержку этой инициативы. Слухай, мы размаўляем па-беларуску, мы разумеем мову. Ну, і мне вогуле не падабаецца, што гэта значыць, калі ты не размаўляеш па-беларуску, ты не беларус. У меня есть беларускі пашпарт. Я размаўляю і па-беларуску, і па-расейску, і ў жыцці магу размаўляць па-беларуску. І тое, што мы размаўляем па-расейску, ну размаўляем так, таму што гэта шчыра. Мы так у жыцці і размаўляем.